Прием, республика! Студия 11 врывается в ваши дома свежим бризом, яркой радугой и солнечным светом. Понедельник – день совсем не тяжелый, если правильно настроить себя и свои мысли. В ближайшие 20 минут мы с радостью начнем вам в этом помогать. И вот какими способами. Попробуем капусту по-коми, приправленную радостью и смехом. Узнаем, чем отличается Чехов-квиз от арт-квиз. Решим, за кого голосовать в новом выпуске шоу «Кто кого». Когда вы вчера легли спать? Надеюсь, до полуночи. А утром сделали зарядку? Отлично! И на работу пошли пешком? Вообще замечательно! А если вы еще и кабинет каждые 2 часа проветриваете, едите овощи, фрукты и вместо кофе пьете чистую воду, то можем вас поздравить. Вы выполняете все советы терапевтов по преодолению осенней хандры. Герои нашего первого на сегодня видео объединили почти все рекомендации специалистов. Они весело отпраздновали на свежем воздухе Кочонлун – День капусты, а по другой версии – Чомор – праздник урожая. Мы, Союз Коми молодежи МИ, организуем праздник Чомор. Самый добрый, самый семейный осенний праздник сбора урожая. Какое у вас любимое блюдо из капусты? Жареная капуста. Главный секрет приготовления капусты. Это с любовью. Продолжи. Капуста это. Капуста это вкусно. А какие-то специи сюда входят? Как тебе? 3 слова о вашем настроении и состоянии. Капуста, капуста, капуста. Помните фразу известного КВНщика «Тишина должна быть в библиотеке»? Тихо, я сказал. Так вот, для современных библиотек это уже совсем не актуально. Они все больше уходят от образа пыльных, темных залов со строгими служителями слова и переплета. Сейчас в библиотеках светло, ярко, весело и совсем не скучно. Доказательства прямо сейчас предоставит специалист юношеской библиотеки республики. Юношеская библиотека приветствует студию 11. Северин, здравствуйте. Приветствуем вас! Неужели нынешние библиотекари не призывают грозно к тишине? Ну что вы, Северин, это высказывание совершенно не про нашу библиотеку. В нашей библиотеке всегда очень весело, шумно. У нас проходит очень много мероприятий, где звучит музыка, проходят шумные игротеки, бывают танцевальные вечера. Конечно, у нас есть места, где можно тихонько поработать с учебником, почитать книгу, но если кому-то хочется петь, танцевать, слушать музыку, у нас это даже приветствуется. Сейчас мы стараемся, чтобы в нашу библиотеку пришли все желающие. Расскажите о самых ярких проектах, что удалось реализовать в последнее время. В понедельник у нас проходит игротека. По средам у нас собираются любители виниловой музыки. Слушают любимые пластинки, разговаривают, общаются, обсуждают свои коллекции. В четверг у нас собираются любители чтения. Ребята читают книги и обязательно вслух, чтобы как можно лучше прочувствовать то или иное произведение. По выходным у нас проходят также игротеки. Приходят ребята, которые увлекаются варгеймом. Любители ГО встречаются у нас по воскресеньям. Любителей фотографировать и которые увлекаются фотографией, обработкой фотографий, мы ждем в клубе операции по субботам. Что ждет читателей библиотеки в новом сезоне? Еще в этом году, в ноябре, у нас пройдет молодежный фестиваль «Цифровая трансформация». Он проходит в рамках всесоюзной акции «Неделя цифровых технологий», которую организовывает РГБМ – Московская библиотека для молодежи. Там будет очень интересно, мы приглашаем вас. А что будет там более подробно, вы узнаете из наших анонсов. Расскажите о молодежных акциях и квизах, молодежных клубах в библиотеке. Совсем скоро, 28 октября, у нас начинается новый сезон игры «Чехов-квиз».
Это молодежная интеллектуальная игра. Мы зовем все команды, которые есть у нас в городе или хотели бы поиграть в нашем квизе, регистрироваться на сайте и в группе ВКонтакте нашей библиотеки. Регистрация уже открыта. Участие бесплатное. Главное, чтобы вы были читателем нашей библиотеки. Также в ноябре состоится арт-квиз, где нашим партнером выступает журнал «Арт». Квиз будет посвящен столетию Республики Коми. Все вопросы будут от нашей республики, об истории нашего края, о искусстве, культуре. Тоже будет очень интересно. Приходите и участвуйте. Мы ждем вас в нашей библиотеке, юношеской библиотеке Республики Коми. До встречи! В новом выпуске ТВ-баттла «Кто кого» встретятся парикмахеры и стилисты. Ведущий шоу, известный в республике рэп-исполнитель Артемий Барсуков, как всегда, приготовил сюрпризы. Победителя определяет компетентный эксперт. А вы, дорогие зрители, решаете, кому достанется приз зрительских симпатий. Во время эфира программы в группе телеканала ВКонтакте будет идти голосование. Моя коллега Елена Красильникова одним глазком посмотрела, что происходит на съемочной площадке. Я упала, синовала, тормозила головой. Так говорят о неряшливой прическе. Но любой бардак на голове можно исправить хорошей, красивой укладкой. На съемочной площадке, где царствовали дамы, Артемий Барсуков не только восхищался феями красоты, но и выучил немало профессиональных терминов. Так что теперь может разговаривать с парикмахерами на одном языке. Уважаемое профессиональное сообщество, я заранее приношу извинения, если где-то неправильно использую терминологию. Меня поправили и сказали, что это не фиксаторы, а стайлинги. Понимаете? Ну, все должно быть правильно и четко донесено до вас, уважаемый зритель. Пойду исправляться. Без расчески или вот, пожалуйста, используя только две невидимки. Организаторы ТВ-баттла постарались, чтобы участницы максимально вышли из зоны комфорта. Конечно, для Ольги Дмитриевой, которая только 2 месяца работает парикмахером, соперничать с более опытной Анастасией Будревой было сложновато. Но конкурс есть конкурс. Для меня это такой новый шаг на пути достижения профессии. Мои шансы на победу 50/50. Экспертом выступила Наталья Федорова, дамский мастер и преподаватель по женским стрижкам и окрашиванию. Она призналась, что открыла для себя нового талантливого парикмахера. Есть, конечно, человек, которого я для себя отметила. Расскажете? Нет. За время съемок ведущий Артемий Барсуков успел побывать и в роли эксперта, и даже в роли модели. Узнав, к примеру, что сейчас в тренде волнистые волосы и кудри у мужчин. Самые продвинутые даже делают завивку. Впрочем, это лирическое отступление. Нам же не терпится узнать, кто победит в телешоу. Смотрите программу «Кто кого» и голосуйте за участников. Прямо сейчас я предлагаю вам выпить стакан чистой воды и приоткрыть окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. Помните советы терапевта? А пока маленький перерыв. В эфире «Студия 11», и мы продолжаем опровергать мнение о понедельнике как самом тяжелом дне недели. И вот как мы добавим позитива. Получим советы от бывалого отца. Научимся готовить съедобную метелку. Помашем шашками с казаками. Мы продолжаем знакомить вас с теми, для кого отцовство не просто функция продолжения рода. Каждый герой наших сюжетов – это личность, на которую равняются его дети. Приглашаем вас в гости в еще одну творческую и активную семью. Практически каждый день он забирает младшего сына из садика и идет домой, где его уже ждет супруга и старший сын. Ефим Палкин работает в сфере образования. Он уже 4-й, кто пошел по этим стопам в своем поколении. Поэтому за учебой детей следит внимательно. У старшего Тихона регулярно проверяет дневник и помогает с уроками. Отлично. Да. Ну все, можно подписать. Давай, пишем. Младшему Филиппу всегда готов составить компанию, поиграть. А так-то здесь он управляет, а где? Вот здесь. Ну, получается, вот здесь вот капитанский мостик, здесь выходит. Еще одно их общее увлечение – футбол. Любят поиграть в него на приставке.
но больше нравится вживую, на поле. Оба брата занимаются этим видом спорта. Первое место дали. Вот ты маленький чемпион какой-то. Мне тоже дали. Я могу доказать даже. Тихон в этом году поступил в спортшколу. Младший брат собирается пойти за ним. Еще парни увлекаются творчеством, любят рисовать. А один из самых любимых моментов, когда на выходных папа становится главным на кухне. По выходным папа готовлю какую-нибудь вкусняшку ребятам, либо пеку, что запекаю, либо вот они любят всякую такую еду, которую и пиццы там, да, и такие бургеры мы делаем. Мальчишки любят иногда участвовать в кулинарном процессе. Вся семья обожает выезды на природу. Летом это случалось чуть ли не каждые выходные. Тем более там есть чем заняться – любимой рыбалкой. Взяли удочки, сели в лодку и вперед за добычей. Есть что вспомнить потом. Папа один раз 2 окуня поймал, 2 щуки, и у него радость в пятки ушла. Помимо этого можно попросить папу покатать всех на мотоцикле. Получилось? Есть у парней и свой квадроцикл, и буран, так что и летом, и зимой есть чем заняться. К слову о лете. В этом году все семейство ездило в Крым своим ходом. В этом году решили вот поехать на, так скажем, дикарями отдохнуть. Ну, в Геленджике было море грязное. Да, оттуда С морской капустой, да? Ну да, плавала. Поэтому переехали где почище. Вот. В прошлом году были в Крыму, не доехали куда хотели. А в этом году вот решили на самом... были на море. Да, на самый западный берег, вот, на крайнюю точку. Туда съездили. Очень понравилось. Брали палатки. Еще раз хотели бы поехать с палатками? Очень хотели. Один из любимых моментов – совместный ужин, когда вся семья собирается за одним столом, обсуждает события прошедшего дня. В садике что нового? День-то как прошел? Отлично. Отлично? Ну, хорошо. Ну это вы сегодня там рисовали березы? Поделку я не видел, потому что Да, вчера. аппликации, рисование, это все вместе. Ну сегодня было? Пап, можно мне воды? Ну у тебя красиво получилось. Со своим папой эти мальчишки готовы на все. Очень добрый. Ну, нормально. Ничего. Нормальный. Иногда ругается, потому что мы ведем себя не очень. В любом случае и Тихон, и Филипп уверены, что их папа всегда готов уделить им не просто время, но и все свое отеческое внимание и заботу. Осенью и зимой мы все страдаем от нехватки энергии. Причина в сокращении светового дня, который приводит к сезонному аффективному расстройству. Это расстройство вызывает грусть, меланхолию. Мы хотим меньше работать и больше отдыхать. Завернуться в плед, взять в руки чашку с какао и заесть печаль куском пирога с вишней. Стоп. Вот заедать такое состояние врачи как раз-таки и не рекомендуют. Ну а если все же хочется порадовать свои вкусовые рецепторы, то сделайте это с пользой для всего организма. Доставайте свою семейную кулинарную книгу и записывайте рецепт салата с необычным названием «Метелка». Лера, привет! Привет, Андрей. Сегодня мы с тобой находимся на кухне. Да. Наверняка мы будем что-то готовить, ну а сейчас пока поговорим. Сегодня поговорим о правильном питании. Это сейчас настолько модно, ПП, все говорят, да? Все стройнеют, не худеют, заметьте, я это сказал, стройнеют, да. Как вообще ты сама относишься к правильному питанию? Правильное питание – это образ жизни, прежде всего. Естественно, он подразумевает какие-то там читмил, которые любят говорить, но в целом это образ жизни, в котором человек должен находиться для того, чтобы в нашем здоровом теле жила наша душа. Да. Есть ли основные вот правила, какие-то конкретные, может быть, правильного питания? Вот чего нужно придерживаться? Первое. Утром водичка. Завтрак полноценный, и, соответственно, в течение дня мы разбиваем питание в часовой режим 2,5-3 часа и кушаем. Мы на кухне, мы сегодня готовим. Что мы будем готовить? Мы сегодня будем готовить салат метелка, ну или я его еще называю салат здоровья. Мы берем с тобой вариант такого фруктового салата, но помогает мягкому очищению организма. 12 метров кишечника.
Я очень хочу есть. Может, уже начнем готовить? Ну что, поехали. Что нам необходимо? Вот мы посмотрели. Это белокочанная капуста. Часто используют для фруктового салата и красную. Можно использовать красную или белую, да? Да, и белую. Дальше это киви, свекла, морковь. Это основа. Капуста, свекла, морковь. То есть без этого, без этих ингредиентов, да, салат не состоится. Несколько видов используем. И здесь мы будем наполнять его фруктами. Груша конференция, яблоко семеренко, лимончик чуть-чуть добавляем, соответственно, киви. Ой, богат он витамином С. И вот это ароматным вещь, друзья, вещь просто. грейпфрутом. Ну а орехи? Орехи – это наши жиры, растительный белок. Мы в конце уже посыпем. Напоминаем, что морковь и свеклу мы не варили ее, да? Нет, мы ее не варим, потому что салат метелка подразумевает чистку за счет волокон сырых. Намесили, да, метелка наша практически готова. Теперь я понимаю, почему это, в принципе, называется метелка. Ну-ка, объясни теперь. Ну, потому что тут это все будет заметать, да? Весь кишечник очищать, да, конечно. очищать. Резаем Последний метелку. ингредиент, нет, не последний, предпоследний, Конечно, да. Целый нам нужен? Ну, половиночку давай отработаем. Резать можно по-разному. Так что, дорогие друзья, пробуйте, экспериментируйте, как удобно. Ну что, теперь своими крепкими ручками берешь горсточку. И мну прям, да? Красиво, да. Главное бы не рассыпать. Посыпаешь. И раз. Ой, вообще замечательно. Вот, такой, знаете, антистресс вообще. И вот так вот красиво, так как мы будем кормить всех, аккуратненько, красиво поливаем. Лер, большое спасибо, что ты сегодня провела со мной время. Мы поговорили о правильном питании. Ты поделилась своим секретом этого вкусного салата. Надеюсь, вкусного. Салат метелка. Здоровья. Да. Метелка. В общем, сейчас будем пробовать со всей нашей командой Йоргена. Большое спасибо. Держи 5. В Эжве прошел первый открытый районный фестиваль традиционных казачьих молодежных игр «Шермиции». Он проходит во время ежегодных дней казачьей культуры. На всех площадках этого события удалось побывать и мне. Это было впечатляюще. Смотрим. Нельзя представить встречу казаков без душевной песни. Так было и в этот раз. Ничто не страшно для меня, ничто не страшно для меня, лишь только огонь мой бородой меня выносит из огня. И, конечно, не страшно казаку любого возраста держать в руках шашку, а то и две сразу. После показательных выступлений на сцене Эжвинского дворца культуры «Бумажников» состоялся чемпионат по фланкировке. В нем приняли участие те, кто прошел отборочный тур. Соревновались ребята и девушки в 5 категориях. Победитель в каждой номинации получил спортивную фланкировочную шашку. Особый интерес вызвало выступление Анны Кузнецовой. Она показала настоящий боевой танец. А в другом зале в это время развернулись настоящие бои. Там проходили соревнования по тактическому лазертагу, организованные военно-патриотическим клубом «Веркань». Если вас убили, вы прибегаете к себе на базу, там возрождение. Сириусы находятся вот у каждого в штабе. Красная команда готова? Зеленая команда готова?
слову, курсанты клуба и их родители активно участвовали на всех площадках фестиваля, будь то сборка и разборка автомата Калашникова или стрельба в интерактивном тире. Порой даже было непонятно, кому это больше нравилось – детям или взрослым. Неподдельный интерес вызвала и выставка, организованная совместно офицерами России и любителем реконструкции Дмитрием Шулеповым. Какой экспонат, как вы считаете, самый интересный, вот на ваш взгляд? Ну, самый интересный, на мой взгляд, несомненно, это труба разведчика 40-го года. Если вы обратите внимание, она дошла без ремонтных клейм, что очень редко. Она дошла с оригинальным чехлом 40-го года, что крайне редко даже в музеях нашей страны. Я был в конце августа в Центральном музее вооруженных сил в Москве. К сожалению, такого экспоната у них нет. Это уникальный, по-моему. Ну, достаточно редкий, потому что, к сожалению, очень много погибло в Великую Отечественную. Как считаешь, насколько они важны, вот такие фестивали? Они обязательно, они нужны постоянно, потому что все-таки у детей, дети, они же воспринимают это все вживую, они держат их в руках, это оружие Великой Отечественной войны. А вот сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам предлагали попробовать облачиться в специальный гидрокостюм. Норматив 2 минуты. По словам главного казака республики, все это событие было задумано только с одной целью. Мы просто обязаны сейчас все внимание уделить нашей молодежи. Потому что я вроде сам недавно пришел и возглавил организацию, но преемственность она должна быть. Поэтому надо вот ребят готовить. Вот подойди, Илюш, сюда. Вот тоже достойный наш казачок растет. Это целая династия Часовских, и отец, и 2 брата, его дядьки, его родной брат. Все они вот с нами, и, надеюсь, вот с них будет толк. И все внимание мы сейчас, конечно, уделяем вот этим ребятишкам, чтобы дух вот этот патриотический, а тем более наш казачий, чтобы постоянно присутствовал. В этот раз организаторам пришлось учесть и правила безопасности. В будущем атаман надеется, что фестиваль станет масштабнее и будет проходить на открытом воздухе. Ведь казакам нужно раздолье, где можно развернуться и показать свою молодецкую удаль. Желаем вам такой же энергии и жизнелюбия, как и у героев наших сюжетов. Проживите этот день без оглядки на очередность. Не откладывайте радость и счастье на выходные, ведь каждая минута на земле – это бесценно. Студия 11 вернется к вам завтра в самом лучшем настроении. До встречи, Республика!